Добрый день. Дизайном одежды я профессионально занялась в 2010 году, когда уже получил соответствующий диплом дизайнера-модельера. Но работаю пока на данный момент для узкого круга людей. Мне интересно создавать одежду в этническом стиле, потому что есть потребность, есть востребованность. Например, создаю одежду для певицы Веры Кожемановой. Она поет в этно-стиле, и ее музыка меня очень сильно вдохновляет. И когда я берусь за эскизы, именно ставлю ее музыку и вдохновляясь музыкой, уже получаются вот такие костюмы. Я не буду всех, наверное, называть своих клиентов, для кого я делаю одежду, но и себе шью, конечно же. Но есть, например, в Чебоксарах фабрика Пахатер, они тоже занимаются пошивом национальной одежды, но там есть такая линейка, которую используют артисты эстрады, фольклорные ансамбли, но вот для светских людей вот такой деловой одежды в этническом стиле нет. И в дальнейшем, конечно, у меня вот большие планы вот создавать именно для деловых женщин немножко такой костюм с изюминкой, с национальным колоритом. Журналистика тоже очень интересная профессия, мне это тоже нравится, и эту работу, конечно, бросать не хочется. Писать мне всегда нравилось, я еще являюсь и писателем, пишу книги для детей. Но дизайн одежды, что меня сподвигло? С детских лет я была очень требовательна к тому, как я сама выгляжу, как выглядят окружающие. И мне хотелось, например, что-то добавить, свое видение, как я вижу, например, моду. Всегда следила за тенденциями моды. Для меня всегда примером были ведущие дизайнеры, как работают ведущие дома моды. Очень нравится работа нашего маэстро, конечно же, Вячеслава Михайловича Зайцева, как он создает костюмы в русском стиле, зарубежные. Очень мне нравится, например, Кристиан Диор, это очень женственные линии, конечно же, Шанель. И если взять, кто работает в этнике, то есть всегда вдохновляли работы Кензо, Йоджи Ямамото с таким японским акцентом. Это классический, например, именно от них пошло вот такой узор классический. Восточные огурцы называются вот узоры. Валентина тоже работает в этно-стиле. И вот это всегда явилось для меня вдохновением, и мне хотелось создавать одежду, именно чувашскую одежду, современную, модную, отвечающую всем требованиям тенденций уже вот, костюмы. Вообще мне нравятся костюмы всех национальностей. Если вот посмотреть на любой костюм, например, татар, русских, марийцев, удмуртов, вообще грузинские наряды, вот, например, национальные костюмы кавказских народов, женские, они очень женственные, элегантные. И всегда поражало, вот сколько эстетики в национальных именно костюмах, как грамотно работали мастерицы в эту с цветом, вышивали одежду, то есть это вообще кладезь, вот такой большой кладезь для модной индустрии, именно национальная одежда. Просто даже, например, мы живем сегодня немножко в другое время, мы ищем везде удобство, комфорт, и одеваем брюки, бежим на работу. Редко какая женщина там наряжается. А раньше, мне кажется, уделяли вот одежде вот такое более пристальное внимание именно. Сейчас, конечно, это тоже есть, но женщины всегда ходили в платьях, да? Вот очень женственные, элегантные, красивые наряды. Ну, что еще можно сказать? Вот совсем недавно создала костюм для одной грузинской женщины, изучила, например, как одеваются горные грузины, как более живущие уже в центре вот страны. Есть небольшие отличия, и вообще мне интересно работать в дальнейшем.
Если говорить, например, мы живем в Татарстане, татарский костюм он очень тоже яркий, очень красочный. Если, например, будут какие-то запросы, я с удовольствием возьмусь и над созданием вот, одежды современной для уже татарской женщины с национальным колоритом. Мужчина, например, скажем так, политическая элита очень использует, например, аксессуары в основном. Аксессуары, чтобы подчеркнуть свою национальность, например, это галстуки с чувашским орнаментом, запонки, зажимы для галстуков. Там выбор небольшой, но мне кажется, в современном костюме этого даже достаточно. То есть чуть-чуть подчеркнуть вот так, немножко, без перебора. И женщины, конечно же, тоже есть блузы, например, юбки, аксессуары также. Хочу отметить, вот есть серебряные чуваши, они изготавливают ювелирные изделия из серебра. Это кольца, браслеты, серьги, ожерелья. Именно в чувашской стилистике, вот, где мы видим орнаменты уже, вот, которые очень грамотно вписываются в современный костюм. Есть их достаточно много, таких людей.